В минувшие выходные на главной площади столицы прошла республиканская ярмарка «Урожай-2022». На этот раз количество палаток сельхозпроизводителей Коми было в разы больше. С каждым годом аграрии представляют все больший ассортимент продукции, в том числе переработанной. Теперь в Коми есть даже свое мороженое. Здесь же были представлены ремесленные лавки. Приезжали на ярмарку и звездные участники выставки «Достояние Севера-2022». Елена Кононова тоже ушла с ярмарки не с пустыми руками. С раннего утра возле палаток на Стефановской площади толпятся покупатели. Одни запасаются на зиму лесными дарами, другие набирают овощи. Судя по прилавкам, которые ломятся от продукции, нынче лето было щедрым. Грибы, ягоды, капуста, морковь, картофель и все по демократичным ценам. Возле прилавков одного из самых крупных сельхозпредприятий Республики Южная очередь не иссякает. Продукция прилузских аграриев сыктывкарцам хорошо знакома. В столице есть свои торговые точки, где можно всегда купить свежее мясо, молочку и выпечку. Все очень свежее, вкусное, всегда натуральное. Очень вкусное масло, сметана, молоко, сливки. Сливки вообще обалденные. Сливки. Так что и по цене у нас вообще они недорогие. Прилавку фермера Ольги Дутовой из Сыктывкара тоже не пробиться. Здесь горожане покупают не только молоко, сметану и масло, но и мясные полуфабрикаты. Продукция всегда свежая и натуральная. Хозяйство на продовольственном рынке с 2009 года занимается выращиванием крупного и мелкого рогатого скота. На ферме более 460 голов. Из своего мяса мы изготавливаем также и продукцию, полуфабрикаты, пельмени, котлеты, голубцы. Также производим молочную продукцию, творог, сливки, масло, молоко. А возле этой палатки, несмотря на холодную погоду, очередь стоит за сливочным мороженым. Предприниматель из Усть-Цильмы первым в Коми начал производство всеми любимого лакомства. Впервые жители республики дегустировали его на выставке «Достояние Севера». Северное мороженое делается исключительно из натуральных продуктов. Мы сегодня привезли всю линейку нашего молочного производства. Мороженое самое главное и масло сливочное. Очень приятно участвовать в таких ярмарках, когда понимаешь, что ты нужен потребителю. Осенняя ярмарка – это прежде всего выставка достижений сельхозпроизводителей, подчеркивает руководитель профильного ведомства Алексей Будкин. Если раньше на прилавках можно было увидеть в основном молочку и мясо, то теперь же аграрии каждый раз стараются покупателей порадовать новинками. Мы видим, как расширяется география торговых предприятий и ассортимент предлагаемой продукции. Сегодня велик ассортимент зелени, дикоросов. Мясные изделия пополнились мясом индейки. Предприятие Усть-Цильмы представили несколько видов рыбы. Причем не просто рыба выловленная, а рыба переработанная. И степень переработки становится все выше и выше. Это не только вяленье, засолка. Мы видим горячее копчение, холодное копчение. Рыба, которая разделана, вакуумирована. Участники ярмарки смогли не только реализовать свою продукцию, но и попытать свое счастье в республиканском конкурсе, где выбирали самых лучших по 8 направлениям. Сыктывкарский молзавод, как и в прошлом году, удостоился сразу 2 наград. На этот раз предприятие отметили за красивое оформление торговой точки, а в номинации «Лучший продукт» первое место заняло сливочное масло. Оно производится по уникальной технологии, аналогов которой нет в республике. Я специально пришла, чтобы купить сливочное масло и творог. Творог очень вкусный, мне нравится очень творог. Конкурс прошел также и среди покупателей, которые приобретали товар в торговых точках с логотипом акции «Урожай» на сумму от 500 рублей и получили купон участника. Победителям вручили продуктовый набор, а также сертификаты. Елена Кононова, Алексей Корчма, телеканал Юрган.